самого выступления волнительного я все-таки предлагаю чуть-чуть отдышаться, Виталий Петрович, потому что действительно волнительное последнее исполнение. Итак, ответное слово юбиляра. Заслуженного художника России, народного художника Чувашии Виталия Петровича. Хизепле, Юдашем, Хизепле, Таван, Халах, Херзем, Ачизем, Качизем. Уважаемое правительство, уважаемый министр культуры, министр информации, министр образования, благодарю всех друзей, с которыми вместе учился. Я прошел длинный путь. Благодарю, конечно, представителей районной администрации, свою деревню, школу, в школах, в которых я учился. Ну, немного о выставке и о себе. Я получил в советское время, я получил блестящее образование. Я учился у таких людей, которые такие небеса писали, которые сейчас не получаются. Я учился таких людей, которые рассказывали, как они учились в академии, с кем дружили, нам рассказывали о Филонове, о Бурлюке и о таких людях, которые перевернули 20 век и привели в мир понятие великое изобразительное искусство, русское изобразительное искусство. Я учился старательно, вполне возможно, не самым лучшим образом, но я любил это дело и старался. Потом всю жизнь проработал как профессионал. Я делал мозаики, росписи, гравюры, иллюстрировал книги, и выполнял плакаты и так далее. Конечно же, самая внутренняя страсть – это мое стремление компоновать. То есть на избранной площади или на избранном объекте, если он объемный, наилучшим образом разместить, о чем я думаю. Поэтому вы иногда видите некоторую схематичность, нанесенную на холст. Это попытка найти координаты, куда я могу привязать основные моменты композиции, чтобы я еще работаю на профессионалов, чтобы, глядя профессионал, сказал, что да, справится. Это приносит огромное удовольствие, наверное, такое же, как поэту, когда удаются рифмы о народе. Ну, конечно же, это, наверное, присуще живому существу. Если просто мы посмотрим на окружающий мир, воробей же, когда его стервятник обижает, убегает воробьям, садится, и остальные воробьи пытаются его успокоить, спрятать среди, защитить. Я, конечно, вернулся на родину тоже этим желанием. Меня тянуло, меня привело та пыль, та земля, с которой я сделал. Но так как нас учили работать на страну, нас очень серьезно учили работать на страну и на общество, употребляли такие великие слова, на народ, я просто это выполнял. Это самая обыкновенная моя работа. Я это должен делать. Но вы, конечно, говорили, что я много ездил. Меня пригласили
меня приглашали немцы, меня приглашали испанцы, меня приглашали венгры и так далее, и так далее. Выставлялся в Японии, в Индии. Я сам себя иногда спрашиваю, как это так? В Чувашии минимум 300-500 художников. Почему меня приглашают? Но все-таки пришел к выводу, потому что я рисую, посмотрите, я рисую свой народ. И как-то немцы смотрят на мои работы и говорят, неужели есть такой народ? Я говорю, есть. Мы до сих пор еще поем, взявшись рука об руку. До сих пор мы, когда день свадьбы или день республики, пытаемся усыпать себя серебром, но получается с нержавейки. Это заложено. Ну, будем радоваться вместе, если что-то получилось. В конце могу сказать, я художником стал из-за своих недостатков, не из-за каких-то особых достоинств, что ли, потому что был маленький, беспредельно тощий, слабосильный, и думал только, что ну, все, многим это не то, что не нравишься. Я чувствовал себя как бы одиноким, таким. Все умели уже на лошадях увозить навоз, а я и запрягать еще не мог лошадь. И когда учитель во 2 классе сказал, глядя на мой рисунок, Виталий будет художником, и я понял, куда я могу спрятаться. Много интересного, конечно, случалось вот с выставками, да что там же какие-то бургомистры, генералы, президенты. Много интересного, но как-то надо это описать, наверное, потому что не буду занимать времени. Спасибо. Дорогие друзья, на этом официальная церемония открытия выставки завершена. Всех приглашаем для знакомства с экспозицией. И там в дальнем зале небольшой фуршетный стол. Всех приглашаем.